Віталій Зблюк, Єврорадіо. Олександр Григорович, ось вирішили задати таке молодіжне питання, ми молодіжне радіо. На початку, ці є у вас почуття гумору? І у працях гэтага питання, як ви лічите, ці можна жартувати з президента, які апошні анекдот, ці жарт ви про себе чули, і як ставитеся до того, що на державних каналах виразаються усі жарти про вас? На каких каналах? Ну, на всіх, що показують беларусам телеканалах, от є різні російські програми, які у нас ідуть, але там, де жартують про вас, гэтага нам не показують. Ну, нехай вони жартують про своїх. Російські канали про своїх пожартують, а потім і через запятую мене. А так російські канали вміють жартувати про Лукашенко. Да вы про Путина, про Медведева пожартуйте. Наверное, это справедливо. Это во-первых. Во-вторых, я не знаю, а где там что вырезают? Григорий Леонидович, что ты вырезаешь там? У тебя же на ОНТ, я так понимаю, на ОНТ идет там часть ОРТ, да? Да, я могу. Да, Пэрис Хилтон, Я могу, Comedy я Club. могу, Александр Ильич, можно ответить? Ну давайте, Григорий Леонидович. Да, пару раз вырезали. Но не шутки, а оскорбления. И ответили авторам этих программ, вот еще не так будут оскорблять Путина и Медведева, мы оставим Лукашенко. Вот, правильно. Вот и весь Поэтому в этим Comedy Club'ам или клабам, или еще лабам передайте Путин, Медведев, Лукашенко. И жартуйте. А так они, россияне, умеют жартовать про других. Но вы ведь не об этом говорили. Вы говорили о сатире, о юморе и так далее. Вы знаете, я нормально к этому отношусь. Вот Григорий Леонидович абсолютно прав. И вообще, мой вам совет. Можете критиковать кого угодно, друг друга. Можете шутить, можете смеяться. Можете еще как-то себя вести. Но никогда лично никого не оскорбляйте. Никогда. Это недопустимо. А вообще я отношусь нормально к шуткам, к юмору, про анекдот. Ну, я не знаю, про себя я анекдоты не читал, но если Кисель когда-нибудь приедет и расскажет: Александр, ну вот про вас там анекдот какой-то. Говоришь, хорошо, ну давай, какой анекдот? Ты мне рассказывал, что втроем Буш, Путин, Лукашенко гребли в этом в лодке, потом что-то про выборы. Знаете, сразу скажу, что я очень плохо запоминаю анекдоты. Вот не надо? Ну расскажи давай. Давай рассказывай полностью, ничего не сокращай. от волнения и забыл. Понятно. Обама, Медведев и Лукашенко оказались в одной лодке после авиакатастрофы. И все с понтами, и никто не хочет грести. Ну, Обама говорит, ну, сверхдержава, вы же понимаете, тут мы над всеми. То же самое Медведев. Ну, мы тоже Россия. Ядерная держава. Ядерная держава. Ну, давай ты, Лукашенко. Говорит, да не, ребят, давайте мы проголосуем. Вот проголосуем, как будет, так будет. Проголосовали. В результате меняется картинка анекдота. Буш гребет, Обама гребет, Медведев гребет, а Лукашенко сидит. И Обама говорит, слушай, Дима, кажется, он нас наколол. Нас тут только трое, а за него проголосовало 4. Вы сами просили. Ну, что-то подобное он мне иногда так вот расскажет. 10 раз извиниться, уж Киселя, понимаете, он так аккуратно. Я говорю, да рассказывай, ладно. Но даже, говорю, если матерные слова, говори уже. Тут одно тоже слово ты мне матерное говорил, тут ты, конечно, уже публика слушает. Поэтому, да, я, в общем-то, вряд ли я где-то читал эти анекдоты, но так вот иногда кто-то расскажет. Или в Россию я приезжаю, там у меня друзья, они тоже что-то там такое расскажут. Ну вот он такой немножко позитивный анекдот рассказал, что Лукашенко их всех там обманул, не так посчитал, как на выборах. Вот. А иногда и не очень получается, смотря кто рассказывает. То нормально я отношусь к этим жартам. Только я говорю, не надо допускать оскорбления, потому что если в средствах массовой информации, особенно зарубежных, тебя оскорбляют, ясно, что это заказ. Ни один журналист на это не пойдет, если ему не скажут. Зачем меня оскорблять этим
Цикало и кто там еще этот, в этой камеди, или, ой, я даже пару раз так включал, видел их. Иногда и солидно себя ведут, и шутки такие интересные, острые, но у них перехлест такой бывает. Четвертый микрофон. Так что шутите, будем смотреть, слушать.